В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Якутия возвращается к обычному рабочему графику. Вход в спортивные объекты будет по QR-кодам. Россияне могут получить новый сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде. Дни регионов Дальнего Востока в 5-й раз пройдут в Москве. В метро пустят Дальневосточный экспресс. С сегодняшнего дня в Якутии режим нерабочих дней отменен. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Длинные выходные дни, введение дополнительных ограничительных мер, допуск в учреждения культуры и общепита по QR-кодам дали положительный результат. Снизились темпы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сейчас важно закрепить достигнутый положительный эффект, поэтому с сегодняшнего дня вводится система допуска по QR-кодам в общественные места. Открываются все предприятия, в том числе объекты торговли и спортивные залы. Мы начинаем работу с понедельника. Наш клуб будет работать по QR-коду. И вот это непростое время. Всем надо обезопаситься, и поэтому мы всеми силами готовы, чтобы наши клиенты не болели, чтобы коронавирус не распространялся. С сегодняшнего дня сертификат о вакцинации в России имеет статус официального документа. Приобретение и использование поддельного QR-кода с этой даты будет наказываться вплоть до 1 года ограничения свободы. За передачу личного QR-кода другому человеку грозит административная ответственность и штраф в 5000 рублей. Наказание предусмотрено как хозяину документа, так и получателю. При предъявлении сертификата необходимо также предъявить паспорт для подтверждения своей личности. Также с сегодняшнего дня россияне могут получить новый сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде. Документ будет доступен на русском и английском языках. Сертификат формируется автоматически в виде электронного документа не позднее, чем через 3 календарных дня после завершения вакцинации. При этом сведения после введения первого компонента препарата отображаются в записи о вакцинации в информационном ресурсе учета информации и на портале госуслуг. Сертификаты, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта следующего года. При желании граждане могут получить новый сертификат на бумажном носителе. Однако для этого следует самостоятельно обратиться в МФЦ. Номер телефона горячей линии по коронавирусу изменен на 122. Ранее жители республики получали консультацию, позвонив по номеру 8 800 114 03. Теперь жителю Якутии доступны следующие функции горячей линии: соединение с колл-центром Якутской городской больницы номер 3, с операторами по вопросам социальной защиты населения, по вопросам волонтерской помощи или психологической поддержки, а также соединение с колл-центром по вопросам здравоохранения, в том числе по вопросам, связанным с COVID-19. Министерство здравоохранения республики просит быть внимательными при наборе номеров 122 и 112. Номер 112 остается единым номером для вызова скорой медицинской помощи и других экстренных служб. К другим темам. В московском метро пустят Дальневосточный экспресс. По традиции, старт Дням регионов Дальнего Востока даст торжественный запуск брендированного поезда. Он начнет курсировать по Арбатско-Покровской линии. В каждом вагоне будет представлено по 2 региона. Более 2 миллионов пассажиров быстро и с комфортом прокатятся по 11 регионам от океанических островов и величественных гор через самое древнее озеро мира, заповедные леса, тайгу и тундру до белоснежных арктических пустынь. Главной фишкой Дальневосточного экспресса образца этого года станет вагон-ресторан. Там будут представлены рецепты уникальной дальневосточной кухни. В Якутии к 2030 году должны быть построены все крупнейшие мосты федеральных дорог. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что по строительству Ленского моста есть понимание сроков и финансирования. На данный момент разворачиваются подготовительные работы. Он также добавил, что для полноценного функционирования федеральных дорог республики, в первую очередь автодорог Колыма и Вилюй, должны построить ряд мостов
мостов через реки Вилюй и Алдан. До 2030 года должно быть построено 4 моста через Вилюй в 3 районах республики. Также идут работы властей с Росавтодором по обоснованию инвестиций для Алданского моста. Сотрудники Государственной инспекции безопасного дорожного движения в нерабочую неделю работали в усиленном режиме. Массовые проверки прошли по всей республике. Подробнее в материале Евгения Тайтонова. Сотрудники госавтоинспекции увеличили плотность снарядов патрульной службы не только в Якутске, но и по всей республике. Так, патрули выставлены на выездах и въездах из населенных пунктов, внутри поселков, а также улицах с повышенной концентрацией ДТП. В столице региона инспекторы ГИБДД за первую половину дня уже успели поработать на 3 участках. Это улицы Лермонтова, Хабарова и Покровский тракт. За эти выходные дни на территории города Якутска было выявлено более 20 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ну и также, кроме этого, у нас в основном проводились массовые проверки водителей, опять же, на выявление, на нетрезвых водителей. И в течение этих дней у нас на территории города Якутска, опять же, было в основном выявлено водители, которые управляют транспортными средствами, нанесенные где светные пленки, то есть недопустимые по ГОСТу. Ну и также выявлялись такие нарушения, как нарушение правил перевозки пассажиров. В рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками ГИБДД выходят и работники наркологического диспансера. Водителей, вызывающих подозрения на алкогольное опьянение, сопровождают в передвижной пункт медицинского освидетельствования. Освидетельствование проходит в машину, ему предлагается пройти тест на специальном аппарате, также сдать биологическую среду на употребление наркотических веществ. И в зависимости от результатов, которые мы получаем, мы уже выносим свое заключение медицинское. Результаты мы сразу определяем на месте. Это проба выдыхаемого воздуха. И также проводим тестирование биологической среды. Если какое-то подозрение, мы отправляем биологическую среду в лабораторию. Также к массовым проверкам присоединились и сотрудники Министерства транспорта Якутии. Они проводят осмотры легковых такси с целью выявления нелегальной перевозки пассажиров и багажа без разрешения. Евгений Тайтонов, Григорий Николаев, Якутск. Россияне смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств в 10 ведущих профильных вузах. В перечень вошли 6 специальностей, которые можно будет освоить. Отбор абитуриентов будет проходить на конкурсной основе. Претендентам не придется сдавать ЕГЭ, однако их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседования. По итогам экзаменов соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места в рамках установленных контрольных цифр приема на бюджетное обучение. В Якутске начинается строительство парка будущих поколений. Он будет располагаться на пустыре в периметре улиц Аюнского, Петровского, Белинского и Каландрашвили. Проект инициировал целевой фонд будущих поколений в 2018 году. Идею поддержал глава республики. Ввод объекта планируется к 2025 году. Проект будет полностью финансироваться за счет компании «Алроса». Общая сумма оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона. Российские фигуристы завоевали 5 медалей на этапе Гран-при в Италии. Так, золото среди одиночников завоевала Анна Щербакова, серебро Майя Хромых и Михаил Калида. Обладателями бронзовых медалей в соревнованиях спортивных пар стали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. А в соревновании танцоров Александра Степанова и Иван Букин. Отмечается, что впервые за долгое время россиянки из группы Этери Тутберидзе не смогли выйти в лидеры после короткой программы. Однако чемпионка мира Анна Щербакова и дебютантка серии Майя Хромых смогли отличиться в произвольной программе. Дипломантом Славянского литературного форума международного уровня стал писатель из Ленска Сергей Москвитин. Он завоевал награду в международном поэтическом конкурсе «Золотой грант Германии». Произведения ленского писателя как в поэзии, так и в прозе, а также краеведческие издания известны далеко за пределами Якутии. Сергей Москвитин принимает поздравления. Встретилась с писателем и наш корреспондент Анна Кожевникова.
Сразу 3 диплома международного уровня пополнили копилку наград известного ленского писателя, поэта и краеведа Сергея Москвитина. Он стал участником в 2 номинациях Славянского литературного форума «Золотой Витязь» и поэтического конкурса «Золотой грант Германии». Об этих значимых в писательской среде конкурсах Сергей узнал из электронного журнала «Литера». Такую высокую оценку творчества получить приятно. Буквально позавчера знакомая писательница из города Ярославля мне позвонила и поздравила меня с тем, что 2 мои книги были отмечены дипломами. Что может быть компетентнее, нежели жюри международного конкурса, такого престижного, как «Золотой Витязь». Попечителем этого конкурса, оказывается, является сам президент России. В 17-м международном литературном форуме «Золотой Витязь» участие приняли 358 произведений из 21 государства мира, среди которых не только страны постсоветского пространства, но и европейские, а также Соединенные Штаты Америки. Сергей Москвитин завоевал дипломы в 2 номинациях с книгами «Светоносные встречи» и «Подарок из ноосферы». Мы очень рады нашего земляка, детская библиотека города Ленска. И я лично поздравляю его с этой наградой. Вот его книга, которая «Подарок из ноосферы», как раз завоевала там награду. Она у нас уже в библиотеке есть, их 3 экземпляра, она пользуется спросом. Потому что, к сожалению, наверное, не так много наших местных авторов пишут о краеведении, пишут о нашем родном крае. И это чуть ли не единственный литератор в Ленске, который пишет для детей. С произведениями Сергея Москвитина малыши знакомятся, что называется, из первых рук и уст. А девочка всех говорит: давайте мы его проучим. И они после школы взяли его и отмутузили. И больше он к ним уже не приставал. Строчками своих произведений Сергей Москвитин дотягивается до сердец читателей в разных уголках нашей бескрайней родины и даже за ее пределами. А это ли не наивысшая награда для писателя? Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Уроженец Якутска Валерий Кузаков, победитель 6-го сезона телепроекта «Голос дети», исполнил песню в финале национального отбора конкурса «Детское Евровидение-2021». В данное время Валера живет в Москве, с 5 лет занимается вокалом и играет на фортепиано. Он является многократным победителем и призером всероссийских и международных конкурсов. На Евровидение Валеру пригласили не только в качестве гостя исполнить песню, но и стать почетным членом жюри. К этому часу у меня вся информация. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.